Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Победа, которая досталась якутянам большой ценой. В республике прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Якутск присоединился к акции «Бессмертный полк» после двухлетнего перерыва. Торжественным строем до центральной площади расскажем о том, как отмечают День Победы в районах республики. Миллионное шествие в столице нашей Родины. В режиме прямого включения мы расскажем о том, как проходит празднование Великой Победы в Москве. Первые сборы в Кузбассе. Юные спортсмены приехали в Кемеровскую область для подготовки к международным спортивным играм «Дети Азии». После двухлетнего перерыва Якутия снова в очном формате отмечает уже 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Между тем, все празднования Великой Победы проходят под эгидой еще одной большой даты – столетия образования якутской автономии. В столице республики тысячи ее жителей и гостей с утра пришли на площадь Победы, чтобы отдать дань павшим в кровопролитной войне. Ульяна Шагина расскажет подробнее. Площадь Победы в Якутске непривычно заполнена людьми. 2 года из-за пандемии COVID-19 в столице не проводился парад Победы. Так что, несмотря на холодный ветер, дети и взрослые, участники боевых действий и, конечно же, сами ветераны Великой Отечественной войны пришли на площадь отдать дань павшим в бою. Участникам Великой Отечественной войны наша республика осталось всего 26 человек. А в городе Якутске только 19 человек. Большинство неходячие. Поэтому нам очень важно, очень нужно в жизни, когда мы еще можем ходить, что-то, значит, рассказать нашей молодежи о этой великой победе. Помните. Как и принято в День Победы, вся площадь Якутска встала на минуту молчания памяти погибших в боях защитников. Вместе с главой Якутии возложили цветы к монументу павшим воинам участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла и труда. Выступая перед собравшимися на торжественном митинге, Айсей Николаев отметил, что подвиг победителей сейчас продолжают их внуки. Военнослужащие якутяне, участники специальной военной операции, и выразил от имени всех якутян глубокие соболезнования родителям и родным тех, кто пал, выполняя свой долг верности Отечеству. Сегодня, в День Великой Победы, мы отдаем дань памяти воинам-якутянам, павшим в эти месяцы, выполняя свой долг верности Отечеству. Они навсегда станут для нас примером мужества и беспримерного героизма. Вечная память героям, низкий им поклон. Конечно, очень важный и нужный праздник. Особенно для пожилых людей, для молодежи, для детей, внуков, правнуков. На Великую Отечественную войну было призвано 62 тысячи якутян. Это каждый 7-й житель республики. Свыше 38 тысяч из них отдали свою жизнь за освобождение мира от нацизма. Между тем, в победу свой огромный труд внесли труженики тыла. 1 августа 1941 года по инициативе трудящихся Якутии для помощи фронту был создан фонд обороны. На пожертвовании якутян были построены 2 танковые колонны, 3 эскадрильи самолетов, именные танки, самолеты, катера. Якутия была центром перегоночной трассы Алсиб, ставшей одной из слагаемых Победы. В годы войны Якутия давала стране золото, олово, слюду и пушнину. На севере Якутии развивалась рыбная промышленность всесоюзного значения. С 41 по 45 годы было сдано государству более 400 тысяч тонн рыбы, что в 4 раза больше, чем в довоенное время. Труженики Якутии, как и все население страны, внесли свою достойную лепту в победу. Она досталась дорогой ценой. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск.
Орден Красной Звезды передали внуку участника Великой Отечественной войны гвардии рядового 20-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка Якова Дмитриевича Левина. Яков Дмитриевич так и не получил свою заслуженную награду, пав 2 января 1944 года смертью храбрых на поле войны. Но сегодня, спустя 79 лет, боевая награда нашла своего героя благодаря работе Российского военно-исторического общества и архива Министерства обороны России. Участника Великой Отечественной войны похоронили у деревни Николаевка Аджарского района Кировоградской области на Украине. Вот моего деда орден Красной Звезды в этом году вручили. Мы недавно узнали про это. И наши родственники и семьи очень рады. Такого столько лет прошло и нашли. Благодарен поисковой группе Бугаев Николая Дмитриевича. Они нашли. Для нас очень мы рады. Вообще нет слов. Впервые бессмертный полк прошел по улицам Томска 9 мая в 2012 году. В 2013-м шествие бессмертного полка прошло уже более чем в 120 городах России, а также странах ближнего и дальнего зарубежья. В том же году к бессмертному полку присоединился и Якутск. С тех пор ежегодно тысячи якутян с портретами своих героев выходят на улицы города, чтобы почтить память тех, кто сражался и приближал День Победы. Наш коллега Александр Хавренко прошел в строю бессмертного полка на площади Победы. Бессмертный полк – одна из самых главных акций самого главного праздника в нашей стране – Дня Победы. Тысячи и тысячи людей с портретами своих близких, родных выходят на улицы и площади всех городов России, ближнего, дальнего зарубежья, потому что этот праздник священен для всех. И, как сказал Роберт Рождественский, это нужно не мертвым, это надо живым. В нашей стране, наверное, нет такой семьи, которую бы обошла Великая Отечественная война. И в День Великой Победы каждая семья желает почтить память своего героя и вновь пройти с его портретом в составе бессмертного полка. Мой отец воевал в Украине, схватил Донбасс, Киев, Харьков. Он был политругом. Этот отец тоже воевал в Украине, это японский. Победа, это РГ, это они дали жизнь за нас, чтобы мы счастливо жили. Это праздник, это вообще ощущение радости, потери, все вместе же ведь. Это мой дедушка, викинг-прадедушка, дети войны. Прадедушка Ефимов Василий Алексеевич погиб при защите Ленинграда, был зенитчиком. А вы каждый год выходите на бессмертный полк? Да, мы стараемся с дочкой присутствовать на каждом. Я очень горжусь, прежде всего, своим прадедушкой, своими бабушкой и дедушкой, то, что они пережили такое сложное, трудное время, старались ради нашего общего блага, чтобы мы сейчас жили с мирным небом над головой. Прадедушка мой погиб, защищая Ленинград. Был пулеметчиком. Это наш дедушка, ветеран тыла. Вы каждый год ходите на бессмертный полк? Каждый год ходим. А что для вас значит День Победы и бессмертный полк? День Победы, это, конечно, это такой праздник, самый-самый такой праздник, потому что мы победили фашизм. Отец мой. А где он воевал? Ленинградский фронт. 43-й и 44-й. Вы каждый год ходите? Обязательно. А что для вас значит День Победы и бессмертный полк? Ну, я чту отца, и мне это большая честь, что у меня отец ветеран войны. Такие разные судьбы, такие разные жизни, но всех их объединяет одно. Все они герои войны, которые, не задумываясь, шли в бой ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой. И хочется надеяться, что с годами колонны бессмертного полка будут увеличиваться, а память о героях войны будет сохраняться. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Тысячи нерюнгринцев вместе со всей многонациональной страной с чувством волнения и радости, печали и торжественности отметили важный для всех нас день – День Победы. Самый главный праздник нашей страны не оставил в стороне никого. Дети и взрослые, семьи и коллективы вышли на улицы города с флагами, портретами ветеранов и символикой 77-й годовщины Победы.
Впервые после 2 лет пандемии Нерюнгринский район празднует День Победы, как и прежде, без ограничений, торжественно и масштабно. В этот раз эпидемиологическая обстановка позволяет провести все мероприятия в обычном режиме, в том числе и бессмертный полк. Несколько минут до начала шествия. В этом году колонна растянулась на сотни метров. В руках у участников портреты родных и близких, участников Великой Отечественной войны. В этом году шествие бессмертного полка проходит у нас в традиционном формате. У нас немножко изменился маршрут. Мы начинаем построение от храма Казанской иконы Божией Матери. Маршрут пройдет до мемориала Ники в городском парке имени Черяева, где по окончанию шествия будет возможность у всех участников возложить цветы к мемориалу и сделать общее фотографирование. Нет ни одной семьи, кого не коснулась бы эта страшная война. Сегодня наш долг помнить о героях и передавать память своим потомкам. Сегодня такой день великий, 9 мая. Я, естественно, обязательно вышел с портретом своего отца Кочкиным Николая Николаевича. Он считается самым молодыми по возрасту. Ну и все полностью до 45-го года прошел. Первый украинский фронт у него был, получил ранение, ну и дожил до 80-х годов. Это мой прадедушка Усинов Космакун. Он был политруком своей дивизии, и когда его дивизия потеряла главнокомандующего, именно он возглавлял своих бойцов именно к победе. Сегодня в Нерюнгринском районе проживает один ветеран Великой Отечественной войны – Валерий Спиридонов. Под его балконом выездная бригада подготовила праздничный концерт и поздравления. В это время в городском парке прошел торжественный митинг. В каждой семье есть свой герой. И поэтому люди в нашей стране чтят и помнят память этих героев. И всегда этот праздник откликается, знаете, очень так живо в душе каждого человека. Специально для ветеранов в Центре культуры и духовности прошел концерт и праздничный фуршет. А для жителей работала полевая кухня, палатка караоке с песнями военных лет, выступления артистов и спортивные эстафеты. Отличное, превосходное настроение, очень рад этому празднику. И хотелось бы, чтобы этот праздник всегда сохранялся в наших сердцах, чтобы все его знали, помнили. Народные гуляния продолжились в городском парке и на Центральной площади. Наша память – это выражение благодарности и уважения тому поколению, которое ценой своей жизни подарило нам будущее. А наш долг – сохранить историю, чтобы молодые люди, родившиеся в новом столетии, принимали правильные решения и берегли мир на нашей земле. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. 9 мая, безусловно, исторический праздник. И несмотря на то, что у каждой семьи свои герои войны, именно в этот день, шагая в праздничной колонне, ощущаешь единение со всей страной. Наши коллеги из Уснеры расскажут о праздновании Дня Победы. Сегодня с самого утра на улицах райцентра звучат песни Победы. Кажется, весь поселок встал в праздничную колонну. Идут работники госучреждений и организаций, медики и педагоги, молодежь и ветераны труда. Сегодня моя дочь шла в бессмертном полку. Она шла с фотографией нашего дедушки, ее прадедушки, Данилевича Петра Ивановича. Он прошел всю войну. И я счастлива, что у нас есть возможность в нашей семье сохранить память настолько, насколько это возможно. Я хочу поздравить всех ветеранов нашего Омиконского района, ветеранов тыла, детей войны, всем, кто имел причастность к этому великому празднику, к празднику Великой Победы. Главой муниципального образования Миконский Улус-район, председателем Улусного районного совета депутатов было принято решение о выделении единовременной материальной выплаты в размере 10 тысяч рублей каждому ветерану тыла. Также были собраны продуктовые наборы и цветы, праздничные открытки. Здоровья, здоровья и долгих лет жизни. Бессмертный полк. Эта акция стала настолько популярной, что невозможно представить празднование Дня Победы без бессмертного полка.
Здесь, в Уснере, прожила всю жизнь моя мама. Она прошла всю войну. Северо-Западный фронт в саперных войсках. Закончила войну в Кенигсберге. Принцева Тамара Николаевна. Люди, давайте учиться помнить. Не терять эту святую память. Если мы не будем помнить, то будущего у нас нет. Мирного неба всем. Мирного неба всем людям земли. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. А в Хандыге, несмотря на моросящий дождь, на празднование Дня Победы пришли сотни жителей. Колонна участников шествия Бессмертного полка прошла строем по улице Героя Федора Хлопкова до центральной площади Ленина, где состоялся митинг и парад. Подробности далее. С каждым годом участников шествия Бессмертного полка становится все больше и больше. В этом году с портретами родных вышли более 500 человек. Главная задача – сохранение в каждой семье памяти родных, подаривших Великую Победу. На площади Ленина к колонне Бессмертного полка присоединились все жители райцентра. После торжественного митинга памяти павших воинов состоялся парад Победы. Среди участников победители смотра конкурса, военно-спортивной игры «Снежный барс», женский батальон из числа педагогов Хандыкской средней школы, студенты горно-геологического техникума, медколледжа. Сегодня в Тамбовском районе из 68 участников Великой Отечественной войны остался всего один ветеран. Это защитница города-героя Ленинграда, ровесница республики Любовь Николаевна Калабина. Также проживают 4 вдовы ветеранов войны, 26 ветеранов тыла и 219 детей войны. В моей семьи на войне был дядя, брат матери, и он там без вести пропал. Он был под Сталинградом. Бабушка до конца ждала сына с войны. А я хочу, чтобы в мире не было войны. В этот день по сложившейся традиции работала полевая кухня. Желающие могли попробовать солдатскую кашу. Завершилось празднование концертом участников художественной самодеятельности. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбовский район. Тем временем в Москве скоро начнется шествие Бессмертного полка. В этом году в столице впервые за несколько лет акция пройдет в очном формате. По данным властей столицы, на улицу планировали выйти около 1 миллиона человек. Среди них есть и якутянин. На месте событий работает наш специальный корреспондент Максим Кардозу. Максим, приветствую. Расскажи, как проходит шествие в главном городе нашей страны. Приветствую, Надежда, и с праздником всех поздравляю. Да, действительно, московские власти анонсировали, что сегодня должны выйти 1 миллион людей на улицы города. Конечно, подсчитать это сейчас невозможно, но за моей спиной вы можете наблюдать эту бесконечную вереницу. Люди празднично нарядные, надеты с флагами, с фотографиями. Они идут от метро «Динамо» к Красной площади. Это маршрут в 7 километров. Представляете, вот такой вот будет Бессмертный полк. Действительно, москвичи соскучились, потому что 2 года до этого, в 2020 и 2021 Бессмертный полк был только в онлайн-формате. Вы слышите, смотрите, какое настроение праздничное у всех. Несмотря на погоду, накрапывает дождик. Даже сегодня утром был отменен авиапарад на Красной площади. Но, несмотря на это, люди вышли и почтили память своих предков. Вот я тоже подготовился. Это мой дед Степанов Иннокентий Харлампьевич, участник Сталинградской битвы. Там он был ранен. И я знаю, что в этой колонне, которая идет за моей спиной, сейчас тоже десятки якутян. Точная информация. Через наше постпредство была организована группа из 30 человек. Мы с ними встретились и поговорили до шествия. Давайте узнаем, с каким настроением они сегодня вышли. Моя мама Абаешева Александра Иннокентьевна, она участница тыла. Ага, вот. Ну вот вы приехали сюда в Москву с портретом мамы в День Победы. Какие чувства у вас? Чувство очень волнительное. Ага, волнуемся. И вот наших земляков встретились и пойдем сейчас на парад. Это мой дядя, родной дядя. Это родной брат моего отца Борисова Афанасия Макаровича. Борисов Семен Макарович, он пал смертью храбрых 11 мая 1945 года. И долгое время он знаменовался как без вести пропавший.
Я уверен, что якутян, конечно же, сегодня пришло на улицы намного больше. Они самостоятельно организовывают такие вот шествия, распечатывают портреты и приходят сюда, в центр Москвы, для того, чтобы почтить память своих предков. Ну а бессмертный полк сегодня продлится в Москве до 8 вечера. Только представляете, сколько людей должно пройти по Тверской улице. Здесь также установлены полевые кухни, идут концерты, люди распевают песни. В общем, такое вот праздничное действительно у всех настроение. Надежда? Благодарю, Максим. Ну а мне остается лишь добавить, что увековечить память о ветеранах также можно, не выходя из дома, самостоятельно внеся сведения об участниках Великой Отечественной войны на сайте проекта «Бессмертный полк». После регистрации у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи. Напомню, с нами на связи из Москвы был наш коллега Максим Кардозу, а мы продолжаем. Сегодня почет и уважение мы воздаем ветеранам. Перед поколением победителей потомки в неоплатном долгу. В Алданском районе проживает один участник войны. В День Победы Анатолий Баранов принимает множество поздравлений. Сердечное спасибо жители говорят всему поколению победителей. Весенний воздух пронзили ноты печальной памяти и сердечной благодарности. В День Великой Победы мы все желаем ветеранам крепкого здоровья и говорим им спасибо за мир и тишину. В Алдане празднование Дня Победы открылось шествием трудовых коллективов, студентов и школьников. Это мой дядечка Васильев, я сам тоже Васильев. Начал с финской и закончил японской. Так приятно, так здорово. Хочу быть похожим на него. Нам ничего не страшно, ни шагу назад. Хочу сказать, чтобы в этом мире был мир, спокойствие и чтобы не было войны. Из года в год более массовым становится бессмертный полк. Современники с гордостью несли портреты своих близких, воевавших с фашизмом. Дыханием смерти и горя война опалила каждый дом. Мы выстояли. Такими словами у обелиска Победы открылся митинг. Мы никого не забудем и не позволим переписывать историю нашей страны во всем мире. Я поздравляю вас с Днем Победы. Мы сегодня должны вспомнить каждого нашего воина, каждого героя войны, каждого героя труда, те, которые трудились в нашем тылу. Они заложили основу нашего будущего. И мы заложим нашу основу для наших детей. Мы будем достойны этой памяти. Мы будем достойны этого красного знамени. С праздником, уважаемые друзья! На передовую из Алданского района были призваны почти 12 тысяч человек. 7 солдат стали героями Советского Союза. Тыл явился продолжением фронта. Самоотверженный подвиг тружеников невозможно переоценить. Почти в память павших в боях минутой молчания дети и взрослые возложили венки и живые цветы к подножию обелиска Победы. Ветеранам здоровья. Пусть подольше живут, которые остались еще в живых. В Алданском районе проживает единственный фронтовик. Анатолий Васильевич Баранов скоро отметит 96-летие. В армию он был призван в 1943-м. Детали войны Анатолий Васильевич и сегодня помнит отчетливо. В День Победы ветеран принимает множество поздравлений. Встречая гостей, Анатолий Васильевич бывает растроган до слез. Анатолий Васильевич, с праздником! Анатолий Васильевич, с праздником! Здоровья! Ваш подвиг и героизм. Помним, гордимся. 9 мая для ветеранов остается главным праздником. Прошедшие войну и ковавшие победу в тылу люди в День Победы желают современникам лишь одного – пусть никогда не будет войны. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Ну а юные хоккеисты, участники образовательной программы из Республики Узбекистан, приехали в Кузбасс для подготовки к международным спортивным играм «Дети Азии». Тренировки пройдут с 9 по 21 мая на базе Ледового дворца Кузбасс и Ледовой арены Кемерово. Это первые сборы в Кузбассе в рамках подготовки к предстоящим международным соревнованиям «Дети Азии». Тренировки будут проходить как на льду, так и в спортивном зале. Также для спортсменов подготовлена обширная культурно-развлекательная программа. Напомним, вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся с 23 февраля по 5 марта 2023 года одновременно в 4 городах Кемеровской области. Ожидается, что участниками станут около 1000 спортсменов из стран Азии и регионов России. В программе 10 видов спорта. Но опять же, тренировочный процесс, получить опыт, тренироваться, работать, это никогда не прекращается. И в условиях сборов это
более продуктивно получается. Они не отвлекаются ни на учебу, ни на какие-то другие свои семейные там обстоятельства. Но они включаются в работу полностью. Во-первых, все команды живут одним коллективом, это дает лучший результат. Спортивные цели, опять же, мы участвуем на чемпионате Казахстана, будем заявляться в следующем сезоне. Этот сезон закончим этими сборами как раз. Будущее только вперед, работать, тренироваться. К этому часу это все новости. Таким увидели сегодняшний день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.